Посольство Кыргызстана в России стало центром притяжения кыргызстанцев, желающих вернуться на родину. В эти дни идет сбор документов граждан для составления списков пассажиров предстоящих чартерных рейсов. У стоящих здесь граждан разные причины вернуться на родину. Живая очередь, стоят впритык друг к другу. Желание попасть в заветный список осиливает угрозу заражения вирусом. У меня муж умер. Даже я не мог попасть на 40 дней. Я сегодня попала, я им обманула, я сказала, что я беременная, потому что они только беременные принимают. А у меня вот дочка сказали, что только до 2 лет будут. И вот у меня дочка сейчас 1,5 года. Вот. Мы вот под эту категорию попали. Вот надеемся, заберут нас. То есть брат у нас лежит в очень тяжелом состоянии в больнице, нам надо срочно поехать, помочь надо. 26 мая Аэрофлот совершит чартерный рейс Москва-Бишкек. Посол и члены рабочей группы уверяют, что на сей раз улетят только беременные женщины со сроком от 5 до 8 месяцев и матери с детьми до 2 лет. Значит, мы включили в состав новой комиссии 2 врачей, которые они каждого человека заключение, справки обзванивают по медицинским центрам, где они получили справки или УЗИ, и узнают. На сегодня даже вот больше 8 месяцев молодые женщины не попадают, потому что это опасно. И врачи так предупреждают нас. Значит, но мы им, безусловно, здесь тоже возьмем под опеку и постараемся помочь. В принципе, начали прорабатывать вопрос, чтобы еженедельно вылетали наши граждане с России. Например, здесь собраны личные заявления наших граждан, которые поступают в консульский отдел нашего посольства. А потом уже юристы-волонтеры, ребята, которые работают в Москве, они рассматривают каждый документ. И если какая-то заявка она вызывает подозрение, потому что там среди них достаточно много, например, даже были граждане Узбекистана, или мужчины хотят уехать, да, или там, допустим, один документ в нескольких заявках, то есть копируют, да, тогда мы сразу отсеиваем. Потом уже идет процесс записи, потому что если даже эти люди, которые подали сегодня, вчера, позавчера и в других днях свои заявки на выезд, если даже не попадут они на этот рейс, то они в любом случае будут в нашей базе как в резерве. После этого документы поступают к врачам. После тщательной проверки они выносят окончательный вердикт. На сегодня заявки подали более 1000 граждан. Основных 4 документа. Это первое заявление от беременной женщины. Во-вторых, требуется копия паспорта, подтверждающий документ. Третий, копия УЗИ, последний УЗИ с справкой от акушера-гинеколога, подтверждающий беременность и срок беременности. И, конечно, четвертый документ – это билет, авиабилет. Хорошая новость для 400 граждан, оставшихся в Оренбургской области. Их заберут автобусами. По словам посла, вопрос уже решен. Также вышло постановление правительства относительно просрочки документов. Дается право посольствам продлевать документы до 31 декабря этого года. Значит, в загранпаспортах мы будем печати ставить, что продлено, а в ID-карт, где невозможно, мы будем предоставлять справки. В диппредставительстве надеются, что планируемые еженедельные рейсы начнут разгружать пассажиропоток в сторону Кыргызстана. После беременных настанет очередь и для всех категорий граждан. Мирбек Молдоконов, Аскар Уланулу, Алату 24.